Следующий комплекс у нас больше направлен на мышцы спины из положения сидя на стуле, без инвентаря. Исходное положение. Руки скрещены за головой, локти развернуты в сторону, корпус прямо, смотрим вперед. Из этого положения прогибаемся максимально назад, насколько позволяет гибкость в спине. Держимся до 5, считаем. И возвращаемся в исходное положение. Снова прогнулись назад. Держим, держим, держим. Считаем до 5. Возвращаемся в исходное положение. Дыхание произвольно, но стараемся его не задерживать. И еще повторяем. И последний раз. Хорошо. Это упражнение закончили. Следующее будет похоже на первое, но немножко добавляем еще скручивание корпуса вперед. Также руки сцеплены в замок за головой. Отводим корпус назад. Считаем до 3. И скручиваемся кпереди. Снова отводим плечи назад, прогибаем спину, считаем до 3 и скручиваемся вперед. Повторяем 5 раз. Выдох идет, когда мы сгибаемся, вдох на прогибание спины. И последний раз. Хорошо. Закончили второе упражнение в комплексе. Третье упражнение будет руки опущены на колени, корпус прямо. Делаем круговые вращения плечами. Делаем 10 движений вперед. И 10 движений назад. Закончили третье упражнение. Следующее упражнение у нас будет направлено на растяжку мышц спины. Вытягиваем ноги вперед. Занимаем устойчивое положение на стуле. Медленно, плавно наклоняемся вперед. Обхватываем руками свои колени. И приближаем лоб к коленкам. Потянули, посчитали до 5. Выпрямляемся. Опять наклон. Сцепляем руки. Держим. Чувствуем, как мышцы спины тянутся. Выпрямляемся. У кого есть острая фаза боли в поясничной области, это упражнение не делаем. И еще повторяем. И последний раз. Итак, закончили это упражнение. Следующее упражнение. В исходное положение, руки сцеплены за головой. И начинаем делать повороты корпусом вперед и назад. Правое плечо вперед, левое назад. Левое плечо вперед, правое назад. При этом корпус стараемся сильно вперед не заваливать. То есть ровное положение корпуса. Стараемся так, чтобы локти все время были развернуты относительно друг друга, не приближались друг к другу. Закончили это упражнение. Следующее упражнение будет из того же исходного положения. Делаем наклоны корпуса вправо-влево. Наклоняемся вправо, растягиваем левую половину тела, выпрямляемся в исходное положение. Наклон влево, растягиваем правую половину тела. 2 секунды задержка в нижней точке и возвращаемся в исходное положение.
Закончили упражнение. Следующее упражнение будет шраги. Шраги, то есть подъемы плеч к ушам. Исходное положение, руки на коленях. Делаем подъемы плеч поочередно и вместе. Сначала делаем по очереди. Влево-право. По 5 раз каждой рукой. И после этого вместе. Еще 10 раз. Следующий комплекс у нас направлен на мышцы ног. Снимаем обувь, будем выполнять его в носках. Так, первое упражнение – это подъемы носков к себе и от себя. Поочередно меняем положение стоп, пятки стоят на полу. Делаем 10 раз каждой ногой. Так, после того, как это закончили, начинаем сгибать, разгибать пальцы на ногах. Можно делать в быстром темпе. Разгребаем свои стопы. Также делаем 20 повторений в общей сложности. Закончили. Следующая гусеница. Ноги примерно на ширине плеч. Начинаем делать вот такие движения ногами. Как только ноги почти выпрямляются, возвращаемся в исходное положение и повторяем движение пальцами ног. Делаем 5 подходов таких. И последний подход. Хорошо, это упражнение закончили. Четвертое упражнение. Ставим ногу на ногу, держим двумя руками и делаем круговые вращения в голеностопном суставе. 10 раз в одну сторону. И 10 раз в другую. Меняем положение ног. Если возникают судороги при этих упражнениях, то упражнение заканчиваем. Судорогами голеней и стоп боремся, натягивая пальцы на себя. Итак, следующее упражнение – отрыв пяток от пола с напряжением голени. По очереди делаем. На 1 секунду задерживаемся в фазе концентрации мышцы. И возвращаемся. По 10 раз на каждую ногу. Следующее упражнение, оно такое более комплексное. Кладем руки на коленки и начинаем сопротивляться ногам сводиться и разводиться. То есть, когда мы пытаемся сдвинуть колени к центру, мы сопротивляемся руками, напрягаем внутреннюю часть бедра. Также напрягаются у нас мышцы плеч, спины. И наоборот, когда мы стараемся раздвинуть колени, упираемся руками, напрягаем мышцы груди. То есть по очереди. Внутренняя и внешняя часть бедра, грудные и спина. Более комплексное упражнение. Закончили это упражнение. Следующее упражнение, оно больше из стопотерапии. Вытягиваем одну ногу вперед, другую ногу кладем вот таким образом, так, чтобы стопа обхватывала голень. И вот таким скользящим движением поднимаемся до колена.
Опускаемся в исходное положение. То же самое проделаем с другой стороны. Нам нужно напрягать подошву. То есть не просто гладить себя легонько, а именно стараться создать напряжение в своде стопы, для того, чтобы упражнение было эффективным. Проделать можно 10-15 повторений на каждую сторону. Опять же, не доводим до судорог, если у кого-то они случаются при выполнении этих упражнений. Закончили это упражнение. Следующее упражнение – это подъем колена к груди из положения сидя на стуле. Из этого положения поднимаем сначала правую ногу к себе, опускаем, потом левую. Носок можно тянуть на себя. Делаем выдох на усилие. Вдох, когда нога опущена. Также 10-15 повторений на каждую сторону. Следующее упражнение. Ноги согнуты 90 градусов. Выпрямляем каждую ногу по отдельности. Также носок натягиваем на себя. Начинаем с правой ноги. Выпрямили, подержали 1 секунду и поставили. Левую, подержали 1 секунду, поставили. Стараемся напрягать мышцы передней поверхности бедра. — 10-15 повторений на каждую сторону. Закончили упражнение. И теперь немножечко на мышцы пресса, чуть больше акцент. Занимаем удобное положение на стуле, так, чтобы мы не падали ни вперед, ни назад. И теперь можно совместить ноги, чтобы было чуть полегче. Поднимаем оба колена к себе и опускаем. Выдох на усилие. Сильные мышцы пресса, поперечные мышцы живота позволяют нам избежать проблем с поясничным отделом спины. То есть крепкие мышцы кора и поясницы забирают на себя часть нагрузки с позвоночника и таким образом профилактируют возможные грыжи и протрузии. Закончили упражнение. На этом комплекс закончен. Это была тренировка совместно с прокачкой БНК. С вами был инструктор, методист лечебно-физической культуры Владислав Уляшев. Желаю всем оставаться здоровыми, бодрыми, заниматься физкультурой и даже в режиме самоизоляции продолжать в том же духе. Всего доброго.